Здравствуйте, дорогие телезрители! Я рад вновь приветствовать вас в студии редакции «Республика» и хотел бы представить вам нашего интересного собеседника, гостя Адахана Кимсанбаевича Мадумарова, председателя партии «Бүтін Кыргызстан», экс-спикера. И я, ведущий Эрик Исраилов. Адахан Кимсанбаевич, здравствуйте. Добрый день. Я во экономии времени, наверное, сразу приступлю к точным вопросам. Да. И хотел бы спросить, какой вам представляется текущая политическая ситуация в стране сегодня? Я много раз об этом говорил, задаю себе вопросом, а вообще есть ли политика? Есть ли политика, продуманная у нынешней власти? Я имею в виду и экономическую политику, и внешнюю политику, и социальную политику, и международную политику. Мне кажется, что Кыргызстан представляет собой корабля, который не знает, куда плыть, как плыть и с кем плыть. Корабль, есть огромное количество пассажиров, но нету ни лоцмана, ни капитана, никого. Просто идет самотеком. Куда ветер дует, туда и идет. Вот так я бы охарактеризовал нынешнюю ситуацию, что касается политики. Это какая-то вообще несамостийность этого судна. Да, это стопроцентная зависимость. Это стопроцентная зависимость от судьбы, зависимость от силы ветра и направления ветра. Абсолютно не имеющие представления, плыть в какую гавань, за какое время надо доплыть, в какую сторону надо плыть. И в результате получается, что кто-то там говорит, что я могу управлять этим кораблем, раз сел, значит, на месяц и попали туда, куда попали, потом другое. Вот это вот случайные люди, абсолютно случайные люди, неподготовленные, не имеющие никакого представления о государственном управлении, к сожалению, они ведут туда, куда мы плывем, причем при молчаливом согласии большинства, к сожалению. То есть у власти как таковой нет целеполагания? Она не рисует проект будущего? Для того, чтобы были цели у людей, у группы людей или у лидера, должно быть представление. А чтобы быть представлением, человек должен быть подготовленным. А чтобы человек должен быть подготовленным, он должен быть интеллектуально развитым. Ну, багаж должен быть. Определенный багаж, безусловно, человеческий, государственный, интеллектуальный багаж должен быть. А у нынешней власти все эти показатели, извините меня, ниже плинтуса. Скажите, вот сейчас многие утверждают, что каждый последующий президент был хуже предыдущего. Да. Почему так происходит? Я этот вопрос часто задаю своим гостям. Этот показатель зависит от уровня общества. Что вы хотите сказать, что наше общество так стремительно деградирует? Вы знаете, некоторые политики боятся как-то быть открытым или боятся обидеть свой электорат или какую-то группу, и они это скрывают, или полное непонимание этой проблемы. Ведь любая власть – это прямое зеркальное отображение общества. Любая власть, не только у нас в Кыргызстане, любая власть – это прямое зеркальное отображение, это продукт того, какой орган, какое общество порождает эту власть. Она избирательная власть сегодня. Пусть даже вот чисто конституционно, законодательно, она избирательна, мы так считаем, правильно? Мы президента выбираем. Вы знаете, у меня такое ощущение складывается, я не знаю, может быть это субъективное все, что действующая власть, она просто не репрезентативна, она не отражает интересы народа. Но это от кого зависит? От требования самого народа. Отчасти да, отчасти нет. Вы же знаете, как выборы проводятся. Нет, ваша партия сама становилась жертвой. Я согласен, извините, но кто должен требовать, чтобы выборы прошли? Опять-таки народ. Источником власти является народ. А хочет ли этот народ быть источником этой власти? У нас поразительное общество. Сами выбирают, а потом на следующий день начинает хаять их. Ну, народ неискушенный же еще. Народ как ребенок. Вы теперь подтверждаете мои же слова. Отчасти, Вы да. больше подтверждаете мои слова, чем я сам.
Народ выбирает, потом на следующий день очухается и начинает их материть и ругать. Извини меня, кто их выбирал? Это первое. Второе. Парламент – это представители народа. Это представительная власть. Народ делегирует. Кому делегирует свою власть народ? Тем, которые дают определенные какие-то там на 2 часа кайфа. Еду, питье, концерт. Народ же должен думать. Вот эта вот коронавирусная истерия раскрыла глаза обществу, не только у нас в Кыргызстане, в соседних государствах, вообще в мире, что без сабантуев, без стоев, без всяких вот этих вот посиделок можно, оказывается, прожить. Все, что ты накопил, это ерунда. Вот то, что ты купил себе какую-то машину или одежду брендовую какую-то там, да, вот, это ерунда, оказывается, если ты заболел. И это лишний раз доказывает, насколько был в философском понимании этого слова был прав Стив Джобс. Согласитесь? Какая разница, ты насколько там сегодня пообедал? Есть люди, которые обедают за 3000 сомов, есть люди, которые там довольствуются 120 рублей или 60 рублей. Какая разница? Ведь человек рожден не для того, чтобы там только потреблять и потреблять и потреблять. К сожалению, вот это потребительское общество, они говорят, безответственно ведут себя во время выборов. И эти же люди, которые купили голоса у собственного народа, они приходят и продают свои голоса в процессе формирования исполнительной власти. Согласитесь? Да. А потом, сформировав это исполнительные ветви власти, на следующий день они сами ругают эту власть. То есть вот это вот каскадное явление, сначала источник власти, потом представители этого источника, потом власть, замкнутый круг. Да, потом власть, которая сформировала этот представитель этого источника, и получается, что водоворот. Это безвыходное положение. Надо быть ответственным в процессе, когда формирует своего представителя. Это общество. Должна быть определенная политическая, общественная культура. Это общество должно чувствовать свою персональную ответственность перед будущим. Это вопрос, наверное, зрелости самого социума. Я об этом и говорю. Просто Которые, кстати, вас должны взращивать, воспитывать тоже отчасти политики, потому что политики тоже это часть общественной культуры. Вы знаете, есть политики-приспособленцы, они быстро конформисты. меняют свои, конформисты, которые быстро меняют свои ориентиры. К сожалению, терпеть не могу слово либерализм. Вот они показывают, к сожалению, лженаукой стала вот эта вот политическая наука, лженаукой. Вы знаете, человек, если беспринципный, его надо назвать беспринципным. А сейчас очень культурно говорят, гибкий, договороспособный. Так? Он более толерантный. Какого черта он толерантный? Он беспринципный, он продажный. А если человек стоит на своем, принципиально стоит, он говорит, человек недоговороспособный, эгоистичный. Вот эти определения кто придумывает? Лжеученые. А к какой категории вы себя относите? Вот из двух названных. Я больше всего консерватор. Больше всего консерватор. Ну, то есть вы договороспособный или больше принципиальный в каких-то вещах? Вы знаете, есть принципиальные вещи, где невозможно договариваться. Вот, допустим, это касается религии. Бесполезно договариваться. Ты наполовину христианином, наполовину иудеем, наполовину мусульманином быть не можешь. Ну нет, да. Априори ты не можешь Господ, быть. Согласен. Естественно. Ты чуть-чуть вором, чуть-чуть государственником быть не можешь, дорогой Согласен. мой. Либо ты государственник, либо ты вор. Ты не можешь быть наполовину образованным, наполовину невежественным. Не можешь быть таковым.
Согласен. Ну и все, вот эти есть принципиальные вещи. Все, что касается государственного управления, человек должен быть принципиальным, абсолютно принципиальным. Есть форма, а внутри есть содержание. А все, что там содержание, оно незыблемо должно оставаться. А форму можно менять. Адахан Кимсанбаевич, вы сколько уже в политике в качестве председателя партии? Ну, лет 10 это минимум. 14. 14 лет, да, в качестве председателя политорганизации. Да. Вам поступали предложения вот еще в тот период при Атамбаеве просто договориться взамен на какую-то поддержку и так далее? Вы знаете, это каждый день поступает практически. Такие же предложения поступали и со стороны Акаева, и были предложения. Вы знаете, я могу очень четко сегодня заявить, что в период правления, скажем, 91 по 2001 это было правление просвещенных людей. Просвещенных, достаточно образованных, достаточно культурных людей, но не имеющие опыта государственного управления. И вороватые, да? Вороватые потом пришли. А вначале были исключительно интеллектуалы, которые была такая эйфория, они думали, что того багажа, которого мы получили в стенах высших учебных заведений, достаточно управлять государством. Мы ошиблись. Причина в чем? Причина отрицания. Вот все, что было при коммунизме, при коммунистах надо отрицать, надо строить новый дом. Зачем надо было разрушать старый, чтобы построить новый на обломках этого дома? Это, наверное, неразумно было, абсолютно крайне неразумно. Абсолютно. Я иногда свои выступления 95-го года в стенах парламента говорю, как будто сегодня кричу. Я об этом и говорил. Хотя мне было тогда даже намного моложе, чем вам сегодня. Мне было 30 лет. Я был категорически противником разрушить все, что было. Не надо было резать корову, которая давала молоко. Если ты хочешь породить новую породу, ты пока воспользуйся этой коровой. Не надо оставлять народ без молока, чисто фигурально выражаясь. Адахан Кимсанбаевич, к лейтмотиву моей мысли вернемся. Мой вопрос состоял в том, что вы уже долгое время в политике, к вам поступало, ну скажем так, регулярно то или иное предложение договориться. Как это выглядело в период Атамбаева? То есть вы потерпели, помните, если поражение на парламентских выборах? На парламентских поражениях мы выиграли, потом не раз Атамбаев сам об этом говорил. И люди, которые работали в Центральной избирательной комиссии, они тоже говорят. Сегодня уже чаще стали говорить об этом. Ну что толку теперь говорить? Десятилетней давности, да? Потом вы очередной раз проиграли выборы, когда шли в тандеме с господином Салымбековым. Да. Вот на том этапе вам поступали предложения, допустим, взамен на поддержку власти, вас пропустили бы в парламент. Почему тогда, вот если проанализировать, 2 раза партия терпела поражение? 2 раза не терпела поражение, 2 раза выигрывала, 2 раза, нарушая всякие законы, не пустили. Вот это будет наиболее точное выражение, определение нашего положения. То есть, ну, если вы пошли на какой-то компромисс, конечно, вас пропустили? Конечно, конечно. Вот смотрите. Какие условия вам ставил господин Разные Атамбаев? условия. Ну, Я не из тех, которые там поговорили, потом вышли, и если человек это споткнулся и упал, и начну обливать грязью, я не из тех. Если даже какие-то там договоренности были, и то, о чем он предлагал, категорически меня не устраивает, и я не буду сегодня хаять его за это. Почему? Потому что он имел право на это. Политика в этом и заключается. Вот то, о чем мы с вами вначале говорили, договороспособный, недоговороспособный. Если предложение, которое противоречит моим принципам, я никогда, ни за что. Я же говорю, что аналогичные предложения были и со стороны Акаева, аналогичные предложения после того, как я громогласно хлопнув дверью ушел из парламента и из Совета Безопасности Кыргызской Республики. Сегодня и Аскар Акаевич, и Курманбек Сарыевич, они, слава богу, живы, были предложения. А потом аналогичные предложения были и со стороны
временщиков и со стороны Атамбаева. А что вам временщики предлагали? На- Лояльность взамен на то, что вы пройдете? Конечно, конечно. Отказаться от некоторых принципов и договоримся. Сегодня можно, наверное, об этом говорить. Вы помните, когда Розу Тумбаеву я назвал самозванкой? Помню прекрасно. Было в одиночестве. Многие меня осуждали. Зачем этого человека обзывать самозванкой? Она и есть самозванка, она и останется в истории самозванкой. Я об этом говорил в 2010 году. И вот, как мы с вами сидели один на один в ее кабинете, я говорил, что вы грубейшим образом нарушаете. На этот разговор потом чисто в телефонном варианте был свидетелем мною уважаемый человек Амангельды Мурсадакович Муралиев. Она подняла трубку. Технический премьер, да? Да, она подняла трубку и говорит: Амангельда Мурсадакович, здесь вот сидит господин Мадумаров, заявляет, что в дополнительном списке мы подтвердили только 60 тысяч. А вы помните, за ночь они породили более 200 тысяч избирателей. И получилось у нас в Кыргызстане общее количество избирателей 3 миллиона 200 тысяч. Откуда? Откуда это? На то, что честно ответил господин Муралиев, да, комиссия подтвердила только 60 тысяч. Откуда 200 лишние? Это только для того, чтобы не пропустить Мадумарова. И надо было торговаться. Мадумаров, откажись от своих вот этих вот принципов. И двери откроем. Отказавшись от своих принципов и зайти через эту дверь и сидеть в парламенте, это не делает чести. Это тогда я потерял бы свое собственное лицо. Есть такое выражение, если помните. Хотел понравиться всем, потерял себя. Ну, всем нравится. Хотел невозможно. найти себя, потерял всех. Вот дилемма. Либо быть самим собой, либо угодничать. Вот вчера еще один из политиков, говорит, заявил, что появился новый отец у него. Они так быстро меняют своих отцов. Я тоже удивляюсь прям. Ну, вы знаете, вот таким политикам должен давать оценку кто? Народ. Народ. Его избиратель должен давать. Но, к сожалению, ни избиратели, ни политики, ни журналисты, ни интеллигенция не дают. Все смешалось. Одна оговорка. Журналисты на этом как раз-таки акцентируют внимание, подчеркивая, что это крайне отрицательное человеческое качество этого человека. Журналисты, Эрик, имеется в виду средства массовой информации, которые финансируются за счет народа в лице государства. А вот то, что так называемые независимые журналисты, у нас каждый практически неравнодушный человек сегодня блогер. Ну, мы говорим о тех журналистах, которые находятся, скажем так, в какой-то системе. Да. Это другое определение. Мне вообще в кыргызской политике личной антипатии ни по отношению к кого бы то ни было нет. Возможно, там 2-3 человека, которые абсолютно я их не перевариваю. Их 2-3 человека. А все остальные это чисто проблема в убеждениях, проблема в ценностях. Проблема в мировоззрении, прежде всего. Да, вот ценности как раз и заключаются в мировоззрении. А что этот человек ценит, куда этот человек двигается, что он хочет от жизни, он понимает ли смысл своего существования, для чего он пришел в этот мир. Свою антологию. Да, да, абсолютно. И я всегда, если вы опять не помните, Акаева критиковал как? Может быть, он выдающийся ученый, допускаю. Может быть, прекрасный отец, допускаю. Может быть, прекрасный муж, да, образцовый семьянин, допускаю. Но как государственник никудышный. Не бывает абсолютно плохого человека, не бывает. Не бывает исключительного человека. Таковым бывают только пророки, наверное. Скажите, вот вы работали в период Курманбека Салиевича госсекретарем. Да. Каким, на ваш взгляд, тот был период, почему он потерпел фиаско, тот политический режим? А вот это очень-очень хороший вопрос. Потерпел фиаско от того, что он начал собирать вокруг себя абсолютно бездарных людей.
А вы ему говорили об этом напрямую? 1000 раз. Не то, что напрямую, я даже публично говорил. Поэтому он вас отправил в отставку, да? Во-первых, я сам написал рапорт об отставке во всех 3 случаях. Когда уходил из госсекретаря, Курман Исаевич, я его благодарю, что говорил: оставься, оставь. Не надо уходить в отставку. Я говорю: я человек такой, что запасным аэродромом не буду жить. Ухожу, значит, ухожу безвозвратно. Когда я уходил с поста спикера, тоже просили: останься руководить комитетом по госустройству. Имея такой опыт, человек должен быть руководителем комитета по госустройству. Я тоже сказал, что я не только ухожу с поста со поста спикера, я ухожу вообще из парламента. Безвозвратно. И самое громкое заседание такое там с постоянными членами Совета Безопасности, последнее, где я принимал участие, есть свидетели, живые свидетели, генерал Суталинов, министр внутренних дел, генерал Сатвалдиев Эльмирза, генеральный прокурор. Бывший. Да, бывший. Они все бывшие. Есть генерал Калыев, министр обороны. Какие слова говорил в адрес Бакиева, знает стена и эти люди, которые сидели. Таких слов за всю историю новейшей и да и старой истории Кыргызстана, таких слов этот кабинет никогда не слышал и навряд ли услышит. То есть вы выставляли претензии в адрес Курманбека Салиевича прилюдно и при них, при их... Публично. Я даже, будучи спикером, с трибуны, не с трибуны, с президиума говорил. Президент, если до обеда говорит одно, после обеда начинает уходить и утверждать второе, не имеет своего будущего. Фактически. Так оно получилось в истории. Это, между прочим, я, Эрик, не только к вам, журналистам, я даже своим собеседникам не говорю те слова, которые, если не могут это подтвердить хотя бы один человек, свидетель. Потому что вот это вот бахвальство я терпеть не могу. Как историк я могу руководствоваться исключительно теми моментами, где имеется источник, который подтверждается другим человеком. Я в адрес Бакиева достаточно жесткие, достаточно очень-очень нелицеприятные слова говорил. Терпел. Вот терпеть, что толку терпеть, надо делать выводы соответствующие. Я поэтому говорю, если бы был сильный парламент, Акаев бы не убежал. Он убежал из-за того, что был парламент бесхребетный. Если бы был сильный парламент, Бакиев сегодня не находился бы в Минске. А потом он начал собирать себе удобных, угодных присмыкателей, которые не имели ни хребта, ни понимания, ни принципов. Вот, пожалуйста, результат. Вот. Адахан Кимсамбаевич. Атамбаев, смотрите, потерпел аналогичное фиаско. Как только он ушел с поста. Через буквально полчаса все те люди, которые говорили, что он отец мой, отец нации, переметнулись на другую сторону. Они быстренько перебежали на другую сторону улицы. Это разве люди? Ну, а кто их набирал? Сам же господин Атамбаев же. Я об этом и говорю. Потому что он сам, я помню, говорил, я лично буду составлять списки кандидатов в депутаты. Молодец. Ну, извините меня. Молодец. Зачем называть их чимкириками, если ты сам этот чимкириктер сам туда и пригласил, сам составлял списки? Я же об этом говорю, начал с этого же в начале нашей беседы. И знаете, и что Джеймбеков говорит? У меня в кармане есть список 35 коррупционеров. Так, это не мои слова, я цитирую. Кто мешает тебе заниматься с этими людьми? Нет. Ну, господин Джеймбеков также и говорит, что я не представлял ранее, как сложно бороться с коррупцией. Это и говорит о том, что человек абсолютно не понимал, куда идет, куда пришел. Он до сих пор не понимает. До сих пор не понимает. И эти же, оказывается, 35 человек нужные люди.
Да? Как в фильме. Мультфильме, говорится. Вот этот холодильник. Положил себе колбасу и лежит себе. У меня бы не лежали. Нужная, понимаешь ли, вещь. Холодильник. А эти же люди оказались очень полезными, очень нужными и очень близкими. Ну, любая власть использует Сори. Не любая. олигархические структуры. Не надо, не У надо. нас, я имею в виду, в нашей истории с новейшей. Новейший, к Вы же, сожалению. кстати, сами говорили, что у Акаева был свой кошелек, у Бакиева свой был кошелек. Вы знаете, у Акаева Каждому не по было, кошельку. у Акаева не было кошелька до 2001 года, там не было кошелька. И все-таки был энтузиазм, больше энтузиазм был. Ошибки другие, это другой вопрос, ошибки. Да, допускал, на каждом шагу допускал ошибки. Ошибки это ошибки. А вот то, что коррумпированные группировки начали появляться уже с 2000-го. Конца 90-х. Они уже начали управлять страной. Сегодня полностью управляют они страной. Сегодня на 100% они определяют стратегию, они определяют выборы, они определяют, какие партии должны попасть в парламент. А сегодняшний президент это всего лишь кукла. То есть, получается, президент просто легитимирует потом все, вот то, о чем вы говорите, и все. А да? он просто выполняет пожелания вот этой группировки. Почему? Ведь чем он обязан? Тем, где он сидит, должностью. Ну, Атамбаев формально не зря. господину Атамбаеву, потому что господин Атамбаев сказал, я с 3% рейтинг довел до 50 с чем-то. Да, это в юридическом понимании этого слова. Плюс административный Социальная ресурс. легитимизация, юридическая легитимизация. Но социальной легитимизации он еще не прошел. Он сегодня социально нелегитимен. Пожалуйста, проведите опрос. Опрос, например, того, кто поддерживает действующую власть, а кто Конечно, конечно. Социальная легитимность это, если хотите, намного важнее, чем юридическая легитимность. Юридическая легитимность можно с росчерком пера. нет. Ну да, административным определить. ресурсом. Да. А социальная легитимность, социальная зрелость. Ведь высшая должность это не означает, что он социально зрелый. Согласен. Ну и все. А его возвели. Он То есть вы сам. хотите сказать, у действующего главы государства даже на тот момент вообще со стороны населения никакого кредита доверия не было? Не было. Об этом говорил его ближайший друг, который 23 года ходили в обнимку. Этот человек намного лучше знает, чем мы с вами. И он говорил, авторитет, доверие Джеймбекову было 3%. На момент старта. Какой нормальный, мыслящий, думающий человек начинает свою политическую карьеру со стартом, с доверием 3%? Ни один. Ну, Кыргызстан, мы же экзотическая страна. Не надо. Все, что отрицательное, не надо относить к Кыргызстану. Есть люди, которые создают такой имидж, такой образ, к сожалению. И вот вы думаете, что этот показатель вырос? Мне кажется, что и этого показателя нет сегодня. Есть только страх. Удивительный страх. Вот этот коронаистерия показала. Ведь сегодня жизнь стала такая. Не боюсь, но покажусь таким. Вот эти вот маски каждые 2 часа надо менять. У некоторых людей уже за 2 месяца не меняли. Это видимость. Она не защищает, эта маска не защищает. Он 100% знает. И страшно. Ваши сегодня, на сегодняшний день, около 80 гражданки в роддоме лежат уже Инфицированные, да, коронавирусом? неинфицированные 3-я неделя. И вчера еще продлили на 14 дней. Это издевательство. В это режиме обсервации вы имеете? Это кощунство. Это кощунство. Это не власть народная. Это власть против своего народа. И эти медики, которые тупо выполняют вот эту вот команду, как они завтра будут смотреть в лицо? Бездушные люди. Вы знаете, Там ни гигиены, негде помыться. Антисанитарные. Это роженицы. Это малыши, которые вчера, буквально там неделю назад появились на свет. 80 человек, при каких условиях? Жара 34-35 градусов. При каких условиях они сегодня находятся? Это бездушие. Абсолютное бездушие. Это больше, чем бездушие, это трагедия, я считаю.
А все это вытекает оттуда, откуда мы с вами хотим определить, откуда это вытекает, источник откуда. Источник, конечно, это действующая власть, потому что действующая власть не предпринимает должных мер, чтобы улучшить как-то элементарные Я условия. об этом и говорю, а, к сожалению, многие, не знаю, или не понимают, или делают вид, что не понимают, или не чувствуют свою ответственность. Я не знаю. Я несколько раз обращался к интеллигенции. Если 80 матерей, которые сегодня находятся в архиплачевном положении, удручающем положении, ни один человек не подает голоса во имя защиты и спасения вот этих вот наших женщин. О каком обществе мы сегодня говорим? Ведь, они снимают, родственники снимают, выкладывают в интернет. И что? Где? Какая реакция? Кто реагирует? Ну, я надеюсь, после вот этой коронавирусной всей эпопеи, как вы сами сказали, у власти абсолютно, точнее, у населения не останется иллюзий по поводу действующей власти. Она уже не осталась. Вот смотрите, в Оренбурге, в Бузулуке остались около 500 граждан Кыргызской республики. В каких они условиях жили? В полевых. В полевых, тем более дождь и грязь, и ветер, и они на земле. Там даже, по-моему, российские граждане ходили и, грубо говоря, подкармливали, приносили продукты Молодец. питания. Вот эти да. вот чувства, да, они приходили и делились там продуктами, там вода или одежда, там, они палатку построили, там, и они потом жили, они месяц находились там. Ни один государственный чиновник не подал голоса, а я был вынужден просто со слезами на глазах обратиться к Назарбаеву. И что? Эта же власть звонит туда, и это через посольство Кыргызстана уточняет, а звонили ли Мадумара? Да, они подтверждают. У меня поминутно есть подтверждение, какие переговоры мы вели. То есть вы звонили куда? Непосредственно в администрацию президента Казахстана? Аппарат Назарбаева. Почему? Я к президенту не могу обращаться, я не государственное лицо. Я великолепно понимаю государственную субординацию. Господина моего старшего брата, друга, товарища Касым-Жомарта Кемеловича Токаева безумно уважаю. Его статус президент суверенного государства, а я гражданин на сегодняшний день. Я обратился к Назарбаеву не как экс-президенту, я подчеркивал это. У него есть официальный титул. Лидер нации. Он, во-первых, лидер нации, во-вторых, он аксакал всего тюркского мира, он является аксакалом одинаковым, как для кыргызов, так и для казахов. Аксакалом. Он является председателем Ассамблеи народов Казахстана, а это межгосударственные, межнациональные отношения. Согласитесь? И он является секретарем Совета, председателем Совета Безопасности Казахстана. Ведь я знаю, четко представляю, по каким вопросам кому обращаться, в каком стиле обращаться. Поэтому я к нему обращался в первую очередь как аксакалу тюркского мира, как председателю Ассамблеи народов Казахстана. Я хочу, пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность. Если к Кыргызскому Белому дому напишешь письмо, через 1,5 месяца даже не получишь ответа. Согласен. Я обратился, Эрик, я выражаю огромную благодарность и аппарату Назарбаева, и его заместителю. Я обратился и буквально через 37 минут получил ответ. 37 минут ровно получил ответ. Что вы скажете на это? Скажу, что бюрократический аппарат работает как часики, значит, в Казахстане. Есть ответственность. Есть исполнительная дисциплина. Есть ответственность. Я направил видеообращение, я позвонил, и буквально через 37 минут мне доложили, что да, это видео уже там, куда направлено. И потом, буквально через несколько часов, говорили, что даны задания и всем исполнителям власти там рассмотреть этот вопрос и решить положительно. У меня есть все это. А на следующий день выступает там, вот, через 2 дня, 18-го. Вот, Джеймбеков обращается. А кто тебя держал в течение целого месяца?
Зачем ты этого не сделал месяц тому назад? Дорогой парламент, дорогое правительство, дорогой президент, что ты молчал? Обязательно должен был быть, Мадумаров должен сделать заявление, должен сделать объявление, должен сделать обращение. Оценку пускай дает народ. Адахан Кимсанбаевич, вот наряду с этим вы прекрасно помните тот сюжет в нашей истории, когда лидер нации соседнего государства встречался с одним из кандидатов в президенты нашей страны. Ну и в принципе не секрет, в Ютубе гуляли сливы в виде аудиозаписи, где тоже один из кандидатов общался с представителем какой-то олигархической структуры соседнего нашего государства. Как вы смотрите на это? Вот как на явление постыдное вот или это, все-таки как на явление нормальное? Как суверенное государство, как гражданин этого государства постыдно. Когда свою судьбу ищешь, поддержку ищешь не со стороны своего собственного народа, а извне. Это стыдно, это больно, это обидно. Вы можете себе представить, что кандидат на какую-либо должность не было там Узбекистана, Казахстана или России прилетал в Кыргызстан? Нет, но у нас разные весовые категории у стран. Но независимо от весовых категорий, честь одна. Честь одна. У миллиардера у него тоже есть честь. У человека, который не имеет ни 1000 сомов, у него тоже есть одна честь. Честь не измеряется деньгами. Она либо есть, либо нет. И стыдно. Но есть другой формат. Формат взаимодействия. Формат взаимодействия, взаимодоверия. Допустим, большие страны ведут определенные какие-то там игры свои политические, подковерные, и делает вид, что если я с ним встречусь, это даст нам дополнительный бонус. Нет, ну мы так или иначе втянуты в орбиту субрегиональных игроков и больших геополитических. В любом случае, если помните, один из кандидатов Франции прилетал в Москву и показали, что это даст плюс. Госпожа Ле Пен. Или другие кандидаты. Вы знаете, в отличие от меня, вы, журналисты, можете открыто говорить обо всем этом. Но вы же тоже иллюзий не испытываете. Я не испытываю, но я человек, который собирается делать большую политику. Я не хочу заниматься политикой, я хочу делать политику. Трагедия нашего государства в том, что сегодня одни только те, которые хотят заниматься политикой. Среди них есть и... Давайте не будем. Давайте не будем. Ну, это, конечно же, вообще парадоксально, что звонит наш кандидат в президенты на тот момент представителю олигархата и говорит: ты забыл меня, не помогаешь мне там. Это же вообще нонсенс. Естественно. Это же вообще кошмар. Это говорит о том, что вот это, наверное, наиболее подходящий момент. Воры бывают двух видов. Вор, который украл твой стакан. Вор, который украл твою шапку, его милиция поймал и сажает. Это вор. Да. Вор украл твое имущество. А есть второй вид вора, который крадет твое будущее. Вот этот формат воровства наиболее опасен для страны, я считаю. Я об этом и говорю. Те, которые договариваются с людьми извне, это воры, которые крадут будущее собственного народа. А чем отличается вор, который украл твою шапку или твой стакан? Его милиция поймала и посадила. А вора, который украл твое будущее, его милиция охраняет. Да. Его защищает. И сегодня наш народ, наше общество, к сожалению, оказывает доверие тем ворам, которые крадут будущее за 1000 сомов, за 2000 сомов, за бутылки водочки,
Этот народ должен опомниться и должен четко чувствовать. Не они продают твое будущее, ты сам продаешь. Адахан Кимсанбаевич, вы понимали в период Алмазбека Шаршеновича, что, ну или вообще вы бы назвали, давайте по-другому буду артикулировать свою мысль, что тот режим можно было бы назвать клептократическим, я бы скажу так? Скорее да, чем нет. Почему вы тогда пошли на должность зам председателя, да, Совета тюркоязычных стран, я могу ошибаться? Да. Почему вы приняли тогда? А почему нет? Вас же потом долгое время уличали в том, что вы приняли подношение из рук Атамбаева, что это был политический ход со стороны господина Атамбаева, чтобы вас нейтрализовать, отправив туда. Я когда ушел с этого поста в 2015 году, в мае, ровно 5 лет тому назад. Сколько вы пробыли на той должности? 1,5 месяца. 1,5 года. 1,5 года. Смотрите. Почему в течение 5 лет не могут назначить ни одного человека? Почему? У нас не только там проблемы с кадром. Нет, почему? Да любого назначить, а если они примут? Проблема в том, что этого человека назначает не президент Кыргызской республики. Назначает президенты 4 государств. За назначением Мадумарова подпись стоит 4 президентов. Ну, это все понятно, но если бы вы не пошли и уж тогда на тот момент публично отвергли бы предложение со стороны Атамбаева. Это предложение не Атамбаева. Ну хорошо, подписывал же он все равно, с нашей стороны. Я еще раз говорю, подписывает все 4 президента. В том числе и Атамбаев. Нет, да, в том числе Атамбаев. Да. Назначается этот на заседание Совета глав государств. Назначается Советом глав государств, а не одним человеком. Допустим, если бы вы воздержались от этого назначения, в принципе, у вас же рейтинг бы только повысился. Нет. Во внутриполитике. Нет, Эрик, глубоко начихать и наплевать. Почему? Вчерашние премьер-министры там Бакиева, вчерашние премьер-министры Акаева, они снова сели премьер-министрами. И что? Но мы говорим об игре в долгую, о стратегической какой-то политике. Нет, дорогой мой. Вы знаете, если так каждый раз за что-то там абсолютно ничего не получится. Абсолютно никогда ничего не получится. Я горжусь, что в течение 1,5 лет поработал там, и на весь мир провозгласили, что кочевая культура – это выдающаяся культура в истории человечества. Раньше мы понимали западная культура, восточная культура, но между ними есть великая культура, это кочевая культура. Я пошел туда с единственной целью, чтобы сделать Кыргызстан центром кочевой культуры. И мы провели всемирные игры кочевников, где многие государства бились за это. Наши соседи выделили $10 миллионов, чтобы провести аналогичные игры. Да, даже вот смотрите, даже когда проводили игры кочевников, ваши же заслуги остались, если так, как вы говорите, они же остались неоцененными. Мне начихать, кто это понимает? Ваше же имя даже не звучало. Мне начихать, потому что через лет 5-10 она все равно выскочит. Потому что все вот эти документы, оригиналы, они, слава богу, хранятся в Стамбуле. В Стамбуле, кто какие переговоры вел, кто является председателем Международного организационного комитета. Это не Кыргызстан, чтобы Мадумарова, значит, все из телеэкранов и везде убрать. Нет, это международная организация. Это первое. Второе. Аналогично вчера вот то, что мы забрали своих соотечественников из Оренбургской области, все аналогично. 1 к 1. Мадумаров решает, честь и хвала. Я не ради этого делаю. Я уже в таком возрасте, Эрик, мне не надо каждый раз говорить, что спасибо, благодаря вам. Нет, абсолютно нет. Я сегодня работаю для истории, для своего народа, а не для политического имиджа. Имидж Мадумарова уже, слава богу, есть. Она не станет ниже от того, что если какую-то работу, если какое-то там достижение кто-то отобрал от Мадумарова. Нет, абсолютно, исключительно. Я это не мог смотреть без
человек бездушно наблюдать, как они на земле, из них 17 женщин, которые должны вот-вот родить. Там есть годовалые дети ребенка. Малыши есть. Как я могу? Мне начихать, честь кому достанется. Мне надо забрать их оттуда. Я должен работать на результат. Я уже на имя не работаю, дорогой мой. Имя уже нравится кому-то, не нравится, имя уже есть. Я должен работать только на результат. Хорошо. Одним из приоритетных направлений, которые провозгласил глава государства, явилась борьба с коррупцией. Есть ли результаты онной, на ваш взгляд? А что, такие лозунги не провозгласил Акаев? Были. Бакиев не провозгласил? Постулировал тоже. А Утымбаева? В том числе. Временщики все вместе взятые? Однозначно. Вот тогдашний генеральный прокурор Отбек Калбекович Байболов, мною очень уважаемый человек, между прочим, один из редких интеллектуалов, знатоков, и в человеческом смысле этого слова я очень ценю, уважаю этого человека. Он давал интервью, по-моему, в твоей газете. Возможно. Было дело. Где говорится, что если бы докопаться до истины, все, что творили временщики, это нескончаемая эпопея. И под лозунгом бороться против семейственности и коррупции, эти люди, которые пришли за очень короткое время, нахапали ровно настолько, насколько Бакиев и Акаев вместе взятые не смогли. Вот цена вопросов. А вот как вы думаете, история уже дала оценку действиям Временного правительства или еще все впереди? Нет. История еще не дала оценку в человеческом измерении, в человеческом понимании. Ни первому, ни второму, ни третьему, ни следующему президенту не давали. Потому что для того, чтобы давать оценку, общество должно проснуться. В обществе должны появиться группы людей, которые могли бы стать локомотивом этого общества. Но, к сожалению, нет. Есть локомотивы, которые тянут только назад. Вот это вот абсолютная безграмотность, абсолютное бескультурие. Вот уничтожить все, что было у нас, какие бы ценности, включая нашего музея. Вот изобразительный музей. Директор забрал, перерисовал, поставил. И все как нормально. можно вытаскивать из музея картины, это вообще нормально, жуть. Да? Нормально. Ну что поделаешь, человек взял. И самое главное, никто не понес ответственности до сих пор. И не будет нести ответственность. В этом трагедия. В этом трагедия, Эрик. Я об этом и говорю. Почему не несут ответственность? И то же самое сила слова. Человек что-то наговорил, он не несет ответственность. То есть сегодня ничто не несет такую нагрузку, которая мог бы нести ответственность. Любая ложь, любая грязь, можно, все позволяется в нашем обществе. Это вы в том числе в контексте о борьбе с коррупцией? Безусловно, это в первую очередь коррупция. Потому что коррупцией не будет бороться ни ГКМБ, ни МВД. Коррупцией должен бороться человек, который стоит там. Проявлять волю. Абсолютно это человеческая воля, первое. Второе, это нравственная воля. И в-третьих, это без остатков желание, без остатков служить своему народу. Без остатка. Любить так, как любил свою родину, скажем, как Махатма Ганди. Беззаветно. Беззаветно. Абсолютно, знаешь, чтобы не ради этого стакана воды, нет, просто беззаветно. Ты люби свою родину просто так, что это твоя родина. Вот как Махатма Ганди, люби. Люби свою родину. И что сказал, между прочим, Махатма Ганди? Красиво. Нас погубит безнравственный бизнес. Бизнес без ценностей. А сегодня в Кыргызстане любое действие бизнес. А насчет нравственности никто не говорит. Адахан Кимсанбаевич, вот почему-то общественность выставляет в качестве претензий
действующему главе государства его бездействие по отношению к такой фигуре, как Матраимов. И мне самому никогда не доводилось с ним встречаться. Я ни в чем не обвиняю, потому что у меня нет фактуры и ничего не видел. В принципе, это не моя прерогатива. А вы знакомы с этим человеком? С кем? С Матраимовым? Да. А что он из себя представляет? Настолько ли он всемогущ? Я его знаю с тех пор, знаете, когда он был то ли водителем, то ли помощником, то ли простым сотрудником таможенной службы. Ведь люди, которые находятся в определенной сфере, они в любом случае, что на Иссык-Куле, что в Джалабаде, что в Таласе, они знакомы, в любом случае знакомы. До какого? До 2006 года, что ли, там работал вот сотрудником. В 2006 году, по-моему, если не ошибаюсь, стал руководителем таможенной службы. Потом, руководителем или зам руководителя? Руководителем Волжской областной таможенной службы. Потом, значит, его поднимают до заместителя руководителя республиканской службы уже. Это при Бакиеве? Нет, уже это при Атамбаеве. При Атамбаеве. То есть сейчас господин Атамбаев вставил в упрек присутствие господина Матраимова, скажем так, ну, в его общественно-политической жизни, хотя, получается, если вы говорите, такое явление, как Матраимов, зародилось и возникло, и достигло своего апогея при Атамбаеве? Да. Да, он при нем стал заместителем руководителя республиканской таможенной службы. И сам же его обвиняет, получается. Вы знаете, я между ними не сидел и не слышал, о чем они договаривались, какие дела делали. Мне кажется, что человека лучше знает тот человек, который возносят. Я ни на одну должность не назначал. Я ни с одной должности не снимал. Ну, я ни один день не работал с ним. Мне часто задают вопрос, как вы думаете, что вы думаете об этом политике? Дорогой мой, я откуда знаю? Я с ним, этим политиком не работал. Я не соприкасался. Я же не такой безответственный человек, чтобы говорить, вы знаете, что вы можете подумать об этом хирурге? Я не знаю этого хирурга, как он оперирует. Я не знаю того бизнесмена, чем он занимается. Я не могу давать оценку всем гражданам Кыргызской республики. Я даю оценки тем депутатам, с которыми я вместе работал, тем министрам, с которыми я вместе работал, тех руководителей, при которых я вместе с вами жили. Так? А если человеком ни одного дня, ни один час не работал, как ты можешь давать оценку? Ну а как вы думаете, так ли он могуч, что способен прям формулировать, скажем так, формировать общественно-политические какие-то тенденции, вот как говорят сегодня? Если вам этот вопрос покажется одиозным, я сразу говорю, вы можете просто не отвечать и все. Вы знаете, я всегда, когда веду беседу, я понимаю, я своего собеседника понимаю, что он хочет услышать. Но мы хотим услышать правду. Только правду. Нет. Мне просто интересно ваше мнение, вот и все. Мнение, я еще раз говорю, как я могу давать оценку человеку, с которым я ни одного часа не работал. Как человек могу давать, а как сотрудника или коронавирус настолько страшен? Нет, мы Вопрос двоякий. Нет, мы не видим, потому что мы не специалисты. А почему мы говорим, что эта болезнь не страшна? Потому что опираемся на мнение очень известных, выдающихся вирусологов, ученых. Но все, о чем мы с вами сегодня говорим, завтра, послезавтра так всплывет разноцветными такими цветами. Но у нас есть подлинник в виде этой передачи, поэтому исказить будет что-либо тяжело. Нет, потом
вы даже не будете вспоминать об этом. Многие вещи в своих передачах, каждый раз, когда я даю интервью, я говорю, сохраните вот это, потом покажите лет через 5. Ну, обязательно сохраним. Ну, не показывать. Многие не показывают. Мы вам копию дадим даже. Я буду рад. Потому что пышным цветом расцветет. Очень многие сегодняшние, вот буквально 3 года тому назад, кто бы мог подумать, что у этого Сапара Исакова ждет такая судьба? В принципе, это было, можно Молодой. сказать, нет, это было видно, потому что все прекрасно понимали, что сам факт нахождения вот в той кадровой обойме уже сам по себе опасен. Молодец. И сегодняшние вот эти вот молодые люди, которые не понимают, зачем пришли туда, их ждет аналогично, еще хуже. Каждый сам Еще. творец своей судьбы. Молодец. Вот еще хуже. А потом вы говорите мне, а почему вы не идете туда? Я не хочу быть одним из них. Мы не говорим, что вы не идете туда. Журналисты. Вам целесообразно сейчас наоборот воздержаться. Журналисты мне часто задают, что, зачем? Вы обязательно должны быть премьер-министром для того, чтобы идти туда. Вот идите, поработайте. Ну, премьер-министр кресло вам никак не дадут сейчас. Дорогой мой. Потому что вы не Я управляемый. заранее знаю, что какая группа там работает, во имя чего работает. И посмотрите, вчера заявляют, что куда потратили эти средства, которые получили в борьбе против коронавируса. Они говорят, это секрет. Да. Секрет пока сидит Джембеков. Да. Этот секрет завтра станет не секретным. Согласитесь? Конечно. И вот эти люди, которые сегодня, бравируя своим положением, говорят, что это секрет, они так запоют. Ну это же хорошо, они сами себя идентифицируют, делая из этого секрет. Потом будут отвечать. В принципе, здесь же механизм абсолютно прост. Именно. Поэтому для того, чтобы быть уроком для следующих таких невежественных людей, в первую очередь должен извлекать общество. В первую очередь должна понимать свою ответственность общества. И дай Бог, такие люди, как о ком я говорил с уважением, чтобы они пришли и хоть в каких-то отраслях навели порядок. Очень образованные, умные, начитанные люди, к сожалению, сегодня находятся либо за пределами на периферии процесса. Нашей сегодняшней жизни, имеется в виду не за пределами нашей страны, а за пределами нашей сегодняшней общественной жизни. Они не востребованные. Больно, до боли было обидно, что с 47 лет Булат Бишаналиев был не востребован. 47. Сейчас вам сколько? 38. 38. Всего лишь на 9 лет было старше. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР Булат Шамшиев. На 8 лет моложе меня. Вы можете представить себе? Этот человек уже не востребован. Какие годы стали невостребованными? Выдающиеся кыргызские политики, кыргызские деятели культуры, искусства, ученые. Это легко объяснимо, это из разряда той притчи, что нет пророка, признанного в Отечестве. Да, здесь все предельно абсолютно. ясно. И теперь смотрите, их место занимает кто? Занимают малограмотные люди, которые путем, скажем так, путем отрицательной селекции инкорпорируются в эту политическую обойму. Да. Выдающиеся люди говорили, что власть, где крадет каждый, любой, говорит правду, все равно, что оказаться террористом. Ну, правду власть не любит в любой стране. Адахан Кимсанбаевич, у вас, точнее у вашей партии, я не буду говорить о персоналиях, электоральная поддержка преимущественно сконцентрирована на юге страны. Ну, преимущественно. Нет? Вы журналист. Да. Вы должны быть максимально объективным. А я и стараюсь быть объективным. Нет, вы не дослушали меня. Вы должны владеть информацией. Если вы владеете информацией, такие вещи не будете говорить. Я должен привести исключительно факты, только факты, голые факты.
Политическая партия «Бетон Кыргызстан» на последних выборах 2017 года получила куда больше голосов в Бишкеке, чем в Ошской области. Это же парадокс тогда получается. Вы То не есть владеете информацией. Это официальные данные, опубликованные ЦИКом. Да, ну ваша, скажем Это не так, парадокс. электоральная база основная сконцентрирована же на юге. Нет. Вы хотите всячески вот любого человека Ну, по втолкнуть крайней мере, туда. так кулуарно говорят, рассматривая Вот теперь вас, скажем, будешь- в политических вот раскладах. теперь шаг за шагом будешь отходить назад. Так говорят. Но ты утвердительно говорил. А потом говоришь, так говорят. Надо опираться исключительно на факты. Ну, честно говоря, вот по моим опросам в беседах, на севере, допустим, в северных регионах страны преимущественно голосуют за другие партии. Извините. По Чуйской области мы получили больше, чем в Джалабадской области. О чем вы говорите? О чем? Если вы искусственно хотите еще раз говорить, нет, вот так и только так и никак иначе, так нельзя. Должны быть исключительно факты. Факты. А почему это идет, ляжет на хорошее поле? Потому что это, скажем, горячая тема. Разделяй и властвуй. Ну вот смотрите, Адахан Кимсанбаевич, дело не в этом. Бетон Кыргызстан, название само со себя. Весь Кыргызстан. Единый Кыргызстан. Весь да. Кыргызстан, единый Кыргызстан. Для нас нету такого, чтобы... вы знаете... Давайте мы возьмем говорили- простую формулу. Вот смотрите, если, допустим, ваша партия пойдет в тандем с партией, скажем так, лидер которой является представителем северных регионов, Я категорически отвергаю такие понимания, такие... Но именно так и складывается наша партия. Любой человек, который употребляет такой термин, для меня он не человек. Для меня абсолютно он не Нет, человек. но вы же Нравится? согласны, сами политики все равно в любом случае Нет. рассматривают свои, скажем так, возможности в разрезе Нет. регионального влияния. Нет, категорически отвергаю. Я 1000 раз готов не попасть в парламент, лишь бы убить это понимание. Это понятие. Я 1000 раз готов не попасть в парламент. Дорогие мои, опомнитесь. Опомнитесь. Мне до сегодняшний день поступает как минимум в день по 3-4 предложения. Объединиться. Мне к черту это нужно. Объединяться. То есть вы тандемы не будете создавать предвыборные? Никаких тандемов не будет. Пойдете единолично в составе Бетон. Если точка зрения, если ценности, если видение государственного управления совпадает, я пойду на 10 тандемов. А если ради каких-то меркантильных или, как вы выражаетесь, в региональных интересах, Вы же отрицаете очевидное. я говорю, я чихал на это. Вы же отрицаете очевидное. Пускай буду отрицать, пусть отрицательно будет моя точка зрения, но мы должны наконец-то свою дурную голову привести в порядок. Мы страна, мы не племена, Согласен. мы нация. Адахан Кимсанбаевич, вот смотрите, Сейчас. Чем больше вы начинаете ковырять в этом, ковыряем не мы просто осмысливаем этот процесс со стороны. вы тоже сейчас взяли и чуть-чуть ковырнули. Да, но об Чтобы- этом пишут в прессе в открытую, я просто Если вы использую эту перестанете фактуру. говорить, если вы перестанете писать, об этом перестанут говорить. Вы так ковырнули, чтобы... Подождите, Адахан кровоточило. Кимсанбаевич, я подчеркну, я сам не регионалист. А с чего Потому вы что я думаете, по что психологии, политика? ну подождите, я интернационален вообще. Мне по большому счету абсолютно разницы нет, кто он с юга, с севера. У меня полно друзей и с юга, и с севера. И, допустим, то, что я сам северный, это ни в коем разе мне не мешает общаться там с вами, с другими товарищами. Если, как вы говорите, у нас есть ментальное сходство, мировоззренческое сходство. Но я говорю, помимо вас, с другими политиками, которые также не отрицают, что этот фактор есть. И когда Назовите складывают хотя бы какие-то... одного. Ну, было бы крайне некорректно, если я сейчас озвучил бы Я их тогда, имена. я тогда называю их, знаете кем? Кем? Торгашами. Может быть и так, Они но... торгаши, это не политики. Может быть и так, но дело в том, что пусть даже торгаши, они в любом случае принимают участие в этом процессе. Принимают, но не как политика, а как Но вот торгаши. смотрите, когда складываются какие-то политические альянсы сейчас, на данный момент, вот на перспективу, в любом случае анализируется влияние в том или ином, ну, мы же все-таки
кланово как-то живем, наше общество, как говорят, по крайней мере, является клановым. Какой-то политик больше пользуется электоральной популярностью в своем роду, скажем так, в том месте, где он родился и вырос. Поэтому складывают дальнейшие политические альянсы, исходя именно из этих соображений и факторов. Я, наверное, не попадаю под это понятие, категорически не понимаю, исходя из того, что я не учился в Кыргызстане. Я в 1995 году, впервые попав в парламент, я в своем выступлении говорил: уважаемые аксакалы, не заставляйте заболеть или заразиться этой болезнью. Регионализмом вы имеете в виду? И регионализмом, и родоплеменными какими-то отношениями. Я отрицаю всего. Это исключительно противоречит к моей вере, к исламу. Это исключительно противоречит национальным кыргызским традициям. Исключительно противоречит. Тем не менее, региональные настроения сами постулируют именно сами же и политики. Назовите хотя бы одного политика. Ну, я не могу сейчас, понимаете, публично взять. Он, значит, это не будет, политик. Это некорректно Он было. не политик. Я приведу один Ну, пример. кулуарно, неформально, этот же фактор есть, Нет, его нет, рассматривают. нет. Я, наверное, белая ворона, который абсолютно категорически отвергаю такие понимания. Факт. Самый свежий факт. Будучи президентом, буквально 2,5 года назад, господин Атамбаев заявил: Мадумаров не набрал у себя в родном селе огромную поддержку. Значит, его уровень. Я родился там, значит, я должен быть там. Это уровень мышления. Ну, вот я об этом и говорю, что, в принципе, А это я, же в отличие сами от вас, политики это говорят. Я, в отличие от вас, конкретно говорю о конкретном человеке. Нет, я бы тоже мог сказать конкретно, но будет крайне некорректно, если я озвучу их имена, понимаете? Потому что эта информация звучала в режиме тет-а-тет. Потом. Я, получая больше голосов, скажем, в Аксайском районе, Алабукинском районе, или в Бишкеке, или в Соколовском районе. Это что для вас, парадокс? Нет. Это нормально. У людей разные предпочтения. Это получается, что Мадумарову относятся везде одинаково. Но то, о чем вы говорите, это болезнь гниющая там, где-то там у кого-то тлеет. Ну, она есть. Тлеет. Она есть, тлеет. Но это не присуще абсолютно к большинству наций. Абсолютно. Особенно к простому народу, я хочу Простому подчеркнуть. Потому народу что без- вот именно эти настроения, кстати, культивируются в политической среде. Когда это я не политическая подчеркиваю... среда, это торгашеская среда. Они может торгуются. Вот почему иногда говорят: вот спикер должен быть оттуда, вот премьер должен быть оттуда. Это гнилье. Ну вот вы сами говорите, подчеркивая мысль. Я говорю, это торгаши, это не политики. Это не политики. Исхак Разаков, выдающийся кыргызский руководитель, Исхак Разаков, выдающийся. Выдающийся. Когда руководил нашей страной, оказывается, очень много руководителей были из Иссык-Кульской области. И тогда написали письмо в Москву. Жаловались. Кадровый дисбаланс, да? Да, он защищает, исключительно там поднимает вот этих вот таких-то кадров из Иссык-Кульской области. Приезжает комиссия, проверяет. И знаете, что ответил Разаков? Председателю этой комиссии. А кто сказал, что Иссык-Куль не Кыргызская республика? Описали кто? Люди, которые, о ком вы говорите. Доморощенные, региональные, гниющие торгаши. Это не политики. Политик — слово очень ответственное. Очень ответственное. То же самое, как слово, как журналист. Это очень ответственно. За каждое слово журналист несет ответственность. Конечно. в суде Политик перед тоже законом. должен нести, за каждое свое слово должен ответственность должен нести. И потом, значит, посмотрели, кто написал. Ага, бац, абсолютно бездарная личность. Написали заявление. И эта комиссия какие выводы делает? Извините. Потому что аргументов нету. Нет аргументов.
И мы не должны ориентироваться на таких узколобых, околополитических. Я их называю иногда ни политики, ни бизнесмены, абсолютно не потерявшиеся люди. А батька наиболее точно выразился, потерявшие ориентиры. Вот. И человек должен относиться так, как он хотел бы относились ему люди. Мне до сих пор непонятно, из-за чего многие там рвут волосы на голове, да? Почему Мадумарова так поддерживает тот или иной район или иная область, там 5-10? Почему он не пользуется популярностью в родном селе? И почему же? Нет, такие вопросы задают, говорят. Между прочим, Узгенский район 3 раза без единой копейки абсолютным большинством одномандатных округах выбрал Мадумарова. Такой поддержки, такого рекорда ни один кандидат еще не установил. Да вот об этом и речь. Они поддерживают. Но, разрушая ваше мнение, нет, мое мнение не надо разрушать. Я говорю к тому, что это может быть и не моим мнением, я анализирую то, что происходит, хорошо, о чем пишут. выразители этой идеи подходят? Выразители этой это не идея. Я говорю, это не моя идея. Эти мысли. Ну, мысль можете сказать, да. Выразитель этой мысли. Хорошо. В процентном соотношении получается, что в Аксайском районе или Нокатском районе получает поддержку больше, чем в районе, в родном. Так? Может быть такое? Не исключено. Не исключено. Поэтому я говорю, что единый, неделимый Кыргызстан – это моя мечта. Я до последнего вздоха буду жить во имя этой великой цели. Мы не должны политику уподобляться к тем вот этим вот торгашам, которые хотели бы разделить, из-за того, что они не могут стать общенациональным лидером. Они могут диктовать исключительно опираясь на свои какие-то там родоплеменные отношения, потому что у них размер мозга не способен дальше расширяться. И мы должны ориентироваться не этим узколобым. Не на этот уровень. Да. Адахан Кимсамбаевич, вот я помню, в прессе писали тоже, приписывая вам, не знаю, может, правда, неправда, националистический лозунг «Кыргызстан для кыргызов, а все остальные гости». Это была инсинуация тоже со стороны журналистов, либо это были ваши слова? Это человек, который писал, живой до сих пор, на коленях просил прощения. То есть это просто была дефамация? Да, просил на коленях, стоял, говорил, что у меня есть старый москвич, больше ничего нету, простите меня, плакал на суде. Вот. И я знаю этого человека, который писал эту статью. Это на 7-м этаже Белого дома. Заказ был? Заказ, и его закрыли в кабинете, как он выражал. Ну, это дословно, там в протоколе все зафиксировано. Закрыли в кабинете и заставили, чтобы он подписался под эту статью. Иначе не выпустить, и будет проблема. И этот человек, который заставлял этого человека именно подписать, сегодня сидит в Белом доме в качестве депутата и болеет, и очень так сильно переживает за будущее нашей страны. Я этого человека в лицо очень хорошо знаю. Имя этого человека было озвучено в ходе судебного заседания. Вот. И Бог можете назвать? Бог им судья. Можете назвать имя? Он был пресс-секретарем Акаева. Этого достаточно. Все понял. Вот. И Бог им судья. Насчет интернационализма. У меня семья интернациональная. Я, наверное, больше советский человек, нежели российский русский.
Я, наверное, сторонник больше русской литературы, чем любой русский невежественный человек. Я изучаю русскую культуру, русскую историю, русскую литературу больше, чем, наверное, которые бьют себя в грудь, что он русский. Я, возможно, больше люблю Турцию, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, чем некоторые представители этих стран. Ведь если строго придерживаться к исламу, к религии, это тягчайшее преступление. Да. Делить людей по национальности, делить людей по богатству, делить людей по другим каким-то там. Абсолютно. Не только в исламе, в любой религии. Я придерживаюсь к этой религии, поэтому и говорю. Бог на лица не взирает. Религиозные ценности. Ведь говорит до такой степени, если кто-то хромает, он родился таким, называя его имя и плюс еще прибавляешь такой-то хромой, это страшное наказание. Конечно. Это грех. Поэтому ношу в груди себе именно такие чувства. Чем стареешь, тем больше начинаешь понимать ценности. А все, что писали там эти газеты и эти телевидения, там КТР, они получали заслуженное звание. Они боролись вот таким. Другого там у них мозгов не хватает по-другому бороться. Вот они боролись такими вот методами. Цель оправдывает средства. Естественно, да? Вот парадокс, как вы говорите, парадокс, да? И говорят, Мадумарова, значит, узбеки не поддерживают. Почему? Потому что он, значит, высказал в адрес первого космонавта вот так-то, так-то, так. И потом, к ихнему удивлению, на стадионе, когда я выступаю, в мою поддержку прилетает Сариджан Шарипов. Когда я бываю в Москве, он узнает и приезжает в гостиницу, мы сидим, разговариваем. Это что? Это что, дорогой мой? Это то, что вы говорите. Вот, а вот то, что ходили в такие разговоры, они всегда ходят вокруг ярких личностей, всегда ходили. Даже всех пророков общества в то время, в свое время, говорили, что они умалишенные, что они дураки, что это враги общества. Вот выдающийся знаток хадисов имам Бухари. Я с упоением прочитал его биографию. Я прочитал биографию всех выдающихся государственных деятелей, начиная от Древней Греции, Римской империи, там, кончая сегодняшними выдающимися людьми. Мне нету времени читать то, о чем они говорят или пишут там. Я занят другими вещами. У меня свой мир. Чистейший большой мир, который не имеет предела в границах Кыргызстана или в границах моего села. Адахан Кимсамбаевич, я думаю, это не только ваш мир, это мир любого образованного человека. Потому что тот человек, который... Говорю. Да. Я хотел задать вам последний вопрос в этом эфире. Я думаю, наши встречи будут проходить на регулярной основе. Вы вновь и вновь будете приходить в нашу студию. Вы пойдете на выборы парламентские? Да, это цель. Это смысл моей жизни. Пока вы на данный момент идете в составе Бютун-Кыргызстан, то есть не в тандеме с какой-либо другой политикой. Как вы понимаете слово «тандем»? Ну, в кооперации. Ну, подождите, Адахан Кимсамбаевич, вы задали вопрос, я отвечу. В кооперации с другой партией, которая придет, сделает вам конструктивное предложение, как вы говорите, на основе ваших каких-то мировоззренческих установок. Дорогой, я на протяжении последних 10 лет публично говорю, кто разделяет эти ценности, эту точку зрения, да, по государственным устройствам, по экономическим каким-то там программам, наши двери открыты. Я 10 лет об этом публично выступаю, говорю, призываю. Не надо для того, чтобы добиться какой-то цели, обязательно надо создавать какую-то политическую, карьерную партию. Не надо этого делать.
Вот ведь в Америке 200 лет Но существует мы две говорим партии. не о протопартиях, а о тех оформившихся, скажем так, политорганизациях, которые имеют свою субъектность. А мне не важно, что он имеет, не имеет. И если кто-то разделяет эти ценности, двери открыты, пусть заходит. Человек, который там знает весь Кыргызстан, или человека знает только свое собственное село, мне это не важно, пускай приходят. Ну, понятно. Если завтра пришли такие люди, значит ты будешь задавать мне вопрос, что вот тандем. Какой тандем? О чем? Но- Если тандемизировать, тогда Адахан Кимсамбаевич. человек должен быть из 7 областей. Так получается? Но вы же пошли, скажем так, на выборы, вот те выборы парламентские, в кооперации, скажем так, с партией МГИК. Вот теперь, значит, я возвращаюсь из Турции. Человек, которого оставил руководителем, временным руководителем, председателем партии, мой первый заместитель, вел переговоры. С кем он вел, как вел, я не вмешивался. Прилетаю на выборы, и он говорит, мы вели переговоры и договаривались вот так идти. Уважаемый мной Аксакал. Так, решили. Ну, раз решили, давайте идем. И что в результате? То есть сотрудничество с МГИК было ошибкой. Было, точнее, ошибкой. На ваш взгляд, скажите. Любое сотрудничество, которое там играет в центре внимания не идейные какие-то ценности, а интерес, лишь бы попасть туда, это проигрышное, это ошибочное, это, я бы даже хотел бы жестко сказать, но воздержусь, это ошибка. Это время показало. Тогда, когда после выборов мы подали в суд, Первомайский районный суд мы выиграли в нашу пользу, этот человек, находясь в Индии, заявил о том, что надо знать проигрывать и не надо подавать заявление в суд. Это о чем говорит? О том, То есть вы были на тот момент готовы защищать голоса? мы защищали. И готовы, мы доказали, что мы прошедшая партия. И на Верховном суде одна известная такая судья принимала такое решение, абсолютно закрытыми глазами, не прислушиваясь никаких каких-то там аргументов. Она приняла решение и благополучно улетела в Минск, Международный арбитражный суд. Вот цена вопроса. Понимаю даже, о ком идет речь. Мы с вами, Кыргызстан маленькая страна, мы понимаем, кто она была, зачем она принимала такое решение и во имя чего принимала она такое решение. Цена вопроса – должность судья в Международном арбитражном суде в Минске. Зарплата большая, независимая, хорошая. Условия Минск. комфортные. Комфортные условия, уважаемый человек. Зарплата очень даже хорошая. В хорошем городе, в Минске проживать и приветствовать. Вот цена вопроса. Уважаемые телезрители, большое спасибо, что вы смотрели этот эфир. А сегодня в студии был наш интересный и компетентный собеседник Адахан Кимсамбаевич Мадумаров, председатель партии Бетун Кыргызстан, и я, ведущий Эрик Исраилов. Смотрите нас в следующий раз. До свидания.